Всем привет! Вот такой вот Prius к нам приехал сегодня на обслуживание батареи, грязные контакты. Сейчас мы будем доставать оттуда батареечку, чистить, продувать от пыли. Также будем чистить систему EGR, так как машина задушенная. Вот. Что хочу сказать по этой комплектации: комплектуха очень крутая. Есть у нее сонары. Есть бесключевой доступ уже не от кнопки, а вот именно вот по вот такому вот. Вот если есть пультик рядом, просто вот так нажимаешь и все. Вот. Так, что там ключ не видит, что ли? Ну, допустим, с ключом подошел. Вот и все, и она открылась. Также у него есть вот такая панорамная крыша, крутая. Здесь у него даже есть штука, которая заряжает от солнечных батарей. Но я так понял, она не ВВБ заряжает, а что-то иное. То есть может быть кондиционирование системы от нее работает, либо еще что-то. В общем, разделенная штука. Люк у нее очень прикольный. Состоит из двух составляющих. Вот получается, вот это чуть-чуть приподнимается. И этот уже поднимается. То есть вообще прикольно, как стрекоза. Вот. Что тут еще есть? Необычная, между прочим, обшивка у него сидений. У него уже идет вот такая перфорированная кожа с алькантарой, что-то типа под алькантару. Здесь тоже вставки такие прикольные. Вот. В общем, комплектация непростая. Год, я так понял, 14-й. Ну, в принципе, все остальное, оно как у обычного Приуса. Вот я говорю, только салон богатый. Он реально пободрее, побогаче. Здесь стоят JBL у него, кстати, колонки, динамики офигенные. Вот. И здесь он, багажник у него уже с полочкой идет. Вообще по приколу. В общем, такие вот дела. Так, краткий обзор по машине немножко. А так, в принципе, сейчас буду показывать, какой засранный у него EGR и какая у него батарейка. Все, смотрим. Так, батареечка. Видно, что кулер грязный, очень пыльный. Пыли очень много. Значит, внутри батареек тоже пыль хватает. Так. Батарейка, на первый взгляд видно, что как будто бы она не ремонтировалась. Стоит родная батарея. Лазили в него и не лазили, что-то как-то не особо видно. Вот. Ну, походу ее обслуживали когда-то, снимали ее, просто продуть, там почистить. А что элементы замена была, этого нету. Не видно, что замена была. Бархоточки все стоят на месте, все хорошо. Так, ну, в принципе, сейчас посмотрим, что с контактами. Контактики окислы имеют. Вот, есть контакты. Ржавчина, типа, ну как, типа, зеленка такая присутствует. Вот, поэтому, как бы, незначительно, но грязные. Вот они и показывают по некоторым элементам другое сопротивление. Вот. Батарейка показывает 22 кое-где, где-то 20, где-то 24, вот так вот, короче, по сопротивлению. Ну, это плохо, потому что элементы все заряжаются по-разному, поэтому сейчас мы будем контакты эти откручивать, почистим их, и будет нормально. Здесь тоже вот такая же история. Здесь тоже вот грязные контакты. Вот. Вот. Немножко окисло есть. В общем, обслужить ее надо. Вот такие дела. Сейчас буду от пыли продувать. Будем продувать его от пыли. Кулер потом откручу, внутри тоже продую. Вот так пока. Пока так продую. Берем компрессор и чистим кулер. Вот сколько пыли. Просто жесть. О, сколько из него выходит. Батарейка грязная, скорее всего грелась.
батареечку от пули продул. Кулер уже чистый. Так, темные осадки есть. Ну, это этот пластик впитал, короче, грязь. А так пыли нет. Все чистенько теперь. Батарейки тоже продул от пыли. Туда еще какие-то ошметки вылетают маленечко. Пластмасс или что-то такое. Непонятно. Ну и в принципе все. Сейчас ставлю новые контакты. Все затягиваю. Собираю батареечку и буду устанавливать. Вот эти тоже контакты сейчас почищу. Специальной смазкой. Ну, там не то что смазка, специальная такая составляющая, которая контакты чистит. От Axioma, по-моему. Вот есть вот такой вот очиститель контактов от Axioma. Я просто по контактам прохожусь, по вот этим. Ну и все, он их просто моет. И нормас. Меньше окисляться будут они. Ну и просто помоются. Все, можно ставить контакты и собирать. Так вот, отмачиваю контакты. Пусть постоят еще полчасика. Хорошо отмоются. Ну и буду ставить. Ну и так, добрался до двигателя. Вот смотрим заслоночку. Ну, грязненькая именно в месте закрытия. Ну, незначительно. Видно, что ее обслуживали, чистили, видать, не так давно. Поэтому, в принципе, как бы не особо она грязная. По EGR сейчас посмотрим, что там. Откручу трубку EGR и посмотрю, грязная она или нет. То есть стоит чистить EGR или не стоит. Возможно, что в принципе, что не стоит. Как бы так. Так, открутил коллектор. Ну, в принципе, тут, конечно, грязно. Но это ладно. Здесь коллектор, в принципе, не такой уж и грязный. Система EGR. Каналы не особо забиты. Ну, раз уж снял, помою. Вот. Так, в принципе, ничего криминального тут нет. Эта машина не такая грязная. Трубка EGR не забитая практически вообще. Немножко присутствует только грязь и все. Вот. Ну, для профилактики сделать можно. Короче, самая такая машина у нас, которая пришла, в принципе, не особо грязная. Клапан. Видно, что грязь присутствует. Откручу его, тоже помоем. Вот. Ну, клапан, скорее всего, грязь там по-любому будет. Потому что это самая рабочая штука в системе EGR. Такие дела. Такая вот грязь выходит. Маленько все равно есть грязи. Начинает уже забиваться. Холодильник подзабитенький, грязненький маленько. Ну, вот так вот тоже грязный вроде. Ладно, помоем все. Раз уж сняли, все будем мыть. Вот так вот. Почистил дроссель. Дроссель чистый. Сейчас это все пусть отмокает пока что. Ну, сейчас буду все автомойкой мыть. Вот, хочу рассказать, из чего состоит. Ну, вот такое ТО, можно сказать, да? То есть чистится дроссельная заслонка. Вот она уже чистая. Я все почистил. Вот это все система EGR. Трубка EGR. Клапан EGR. Причем клапан я не просто его снимаю в холодильник, просто прочищаю клапан вот здесь вот. И все.
это ничего не даст. Потому что здесь нагар, да, он есть. Но самое, что страшное, что мешает работать клапану, это вот внутренняя часть, вот этот шток. Он, получается, грязью забивается, ну и у него нет ухода у клапана, так сказать. Я его откручиваю, разбираю полностью вот так. Трубку эту снимаю. Все оттуда промываю. Что-то карп-клинером, что-то с помощью азелита. Ну и в принципе как бы так. Трубка чистая. Этот чистый. Сейчас будет собираться он. И все. И немножко еще ВДшкой надо смазать, потому что, чтобы ходил шток хорошо. Вот. Потом холодильник. Вот такой чистоты уже. Тоже чистый. Соты были забиты. Вот. И состоит он еще из вот этого вот коллектора. Почему коллектор моется? Ну, уже объяснял. Ну, еще расскажу. Что есть тут система EGR. Вот она входит сюда. И вот эти вот каналы, они забиваются. Здесь дырочки есть вот такие. Они забиваются. И все. И газом выхлопным некуда деваться. Они часть газов должны пойти обратно в двигатель, часть в выхлопную трубу, а им просто деваться некуда, и машина душится таким образом. Вот. Заслонка. Заслонка у нее, в общем-то, проблема в том, что перестает дозакрываться вот так чуть-чуть. Да буквально на микрон она не дозакрывается, и все, и попадает в воздух. За счет этого у нас приусы начинают кушать бензин. Много бензина кушать начинают. А если еще и батарейка убитая, то вообще сильно начинают жрать. Вот такие вот дела. Поэтому все должно вот это вот быть в чистоте. Ну и батареечка должна быть обслужена. Тогда все будет нормально. Также эти все тоже отмываю. Прокладки. Ну, где-то надо новые ставить, где-то просто почистить их и обратно поставить. Силиконовой смазкой смазать и поставить. Вот. Прокладки вот эти тоже ставятся, все металлические обратно. Поэтому все как бы так, в таком духе. Прошел ТО у нас очередной Prius. Очень богатой, крутой комплектации. С люком. Машина вот такая вообще. Это у нас самый свежий экземпляр, который у нас ремонтировался, в принципе. Он у тебя какого? 14? 12, 14, 14, да. Вот у него уже вот такие вот диски идут литые. Ну, комплектация очень богатая. Салон вообще крутой. Да, у тебя же еще радар есть, да, по-моему? Да. Радар, вот это бесключевой доступ. Сидушки с электронными этими уже, ну, регулировками. JBL-ка. Ну, вообще, короче, бомба машина. Так что, респект. Хозяину респект. Машинка. Гибрид центр, Якутск.